5-й мастер-класс. Всем привет! Сегодня у нас 5-й мастер-класс. И сегодня суббота, 22 число. Вот. И сегодня у нас будет тема поп-арт. Поп-арт как стиль в живописи. Это направление в искусстве, основанное на объектах массовой культуры и направленное на развлечение, там, на коммерцию, еще поиск глубинного смысла. То есть нету такого, что без смысла может быть. И философской духовности говорят. Вот. И первая роль направления играла реклама поп-арта, мода, всякие тренды, иконные стили и различные средства популяризации, там, коммерческого продвижения. Вот. И то есть это получается реакция на абстракционизм в стиле, когда в 20 веке это было очень популярно. Вот. И этот стиль вообще называют одним из ответвлений искусства авангардизма. Алло. Меня слышно, да? То, что я рассказывала? Хорошо. Слышим, да. А что такое авангардизм, да? Авангард — это не единый живописный стиль, это представляет совокупность разных, множества художественных стилей, да, и направлений. Вот, это все такие всякие дерзкие, новаторские течения, там, чтобы шокировать публику, да, и вот что представляет авангардизм, да, вот получается поп-арт — это множество стилей. И вообще поп-арт родилась в Великобритании, считается. И поэтому вот, в 1900 каком-то году, по-моему, и очень много в 1960, по-моему, году это было очень интересно и очень популярно. Вот. И сейчас мы видим, что и сейчас это очень популярно, поэтому очень много людей вообще желают повесить картины именно в стиле поп-арт, именно такие интересные портреты и семейные портреты. Вот. И сейчас мы сделаем в стиле поп-арт нашу картину, то есть наш портрет Лей Болдера. Примерно вот так будет у нас. Вот. Сейчас мы начинаем. Обязательно подготовьте воду. Можно 2 стакана воды подготовить. Также различные кисточки. Также, если Алло. у вас есть одна кисточка, можете одной кисточкой пользоваться. Вот. Здесь у нас и тонкая кисточка, да, и широкая. Можно просто одной широкой кистью писать, но это будет немножко посложнее. Пожалуйста, выключите звук. Обязательно подготовьте карандаш. Карандаш можете любой цвет. И важно, какого вот этого мягкости, твердости, и можно и широкую, то есть не точеный карандаш. Вот, и подготовьте бумагу, да. С этой стороны у меня будет палитра. И обязательно гуашь нужно. Здесь у меня очень много цветов. Но даже 7 цветов будет достаточно. И начинаем. Сегодня, к сожалению, я себя не могу показать. У меня только одна камера. Вот. Но в следующий раз 2 камеры точно будут. Так, здесь получается у нас... Сейчас немножко двигаться, аккуратно поставлю. Вот. Картинку мы отправили в Сперва чат. Посмотрите, нужно... пожалуйста.
Картинку мы отправили для начертите участников в чат. портрет примерно тоже. Нас, вас не слышно, прерываетесь. У меня связь плохая, да? Все хорошо. Напишите мне, пожалуйста, в WhatsApp, потому что вас не слышно. Вас не видно и не слышно. Анастасия Николаевна, вас не слышно. Вы микрофон выключили. Я не вижу вас. Демонстрации не видно. Сейчас мы ей написали, все сейчас, наверное, включат. Чуть-чуть подождите, пожалуйста. Меня слышно, ребят, участники? Да, сейчас слышим и видим. Извините, пожалуйста, прервалось, оказывается, и вот микрофон отключился автоматически. Так, сейчас мы будем портрет чертить. Вот я у себя держу этот портрет поближе, но можно и с картинки посмотреть. И в группу отправили фотографию, обязательно там посмотрите, пожалуйста. Картинку отправили в группу. И откройте. Вообще, сегодня мы академическую живопись не будем затрагивать, потому что академический рисунок это надо вообще это очень интересно, но нужно очень много времени. Вот, поэтому сегодня у нас примерно будем чертить портрет. Тоже сперва, если мы смотрим наш портрет, конечно, если у нас здесь будет вырезано, тогда у нас получается вот высоту смотрим. Можно отсюда посмотреть и сюда. Видите? Тогда я возьму высоту, отметила. А также вот с этой стороны где-то примерно столько будет ширина. Я немножко отвожу направо. Потому что где освещение у нас идет, это свет. Получается, вот эта часть должно быть больше фона, чем с правой стороны. Ну и если вы желаете немножко портрет поменьше сделать и прибавить больше вот здесь плечо добавить, да, давайте добавим лучше, тогда нарисуем поменьше, да? Лицо поменьше нарисуем, тогда у нас и плечо прибавится. Угу. Тогда у нас где-то вот столько будет. Вот, мы сюда добавили. Значит, примерно здесь находится у нас плечо. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны у нас будет немножко рука видна. Примерно мы от большого к частному идем, да, от общего, да. То есть мы примерно овал нарисовали. Вот примерно здесь будет, да. Пока примерно все набросали. Вот где-то здесь можно руку повыше нарисовать, а можно не рисовать. Если вам сложно рисовать, тогда можете просто вот здесь не нарисовать, а просто вот тут вот так провести. И вот так сделать. С этой стороны у нас шея не так сильно видна, поэтому тут у нас немножко смотрит
вправо, влево, да? Если он с этой стороны смотрит, он влево смотрит. Это нам надо повернуть лицо. Здесь у нас примерно скулы будут находиться. Если у нас снизу, как бы, посмотреть, если на эту картину, то горизонт, ага, ниже будет, да? То есть, получается, он выше стоит. Тогда примерно так отмечаем. Поэтому у нас ноздри видны, да? Где у нас ноздри, примерно скулы отмечаем. Тоже вот здесь тоже надо набросать. С этой стороны. Мгм. Чуть повыше будет. Тоже примерно на глаз делаем, ребята. Тень падает, да? Чуть плохо видно. Сейчас я попробую цвет немножко по-другому поставить. Нет, всё равно падает. Мгм. Немножко повыше отмечаем. Так, здесь у нас аж плечо больше будет. Вот это плечо немножко выше будет, да? И шея мощная, да? Пошире сделаем. Так. Носик. Кажется, нос горбатый, поэтому немножко вот так, да? Ваш персонаж немножко может отличаться. Наоборот, это приветствуется. Вот, нос у нас. Ага. Можете еще измерять. Вот тут сейчас покажу. Если мы тут смотрим, да? Вот. Можно карандашом, как линейкой пользоваться. Здесь мы, получается, ставим сюда и смотрим, да? Так как у нас в перспективе картинка, да, поэтому мы не можем точно узнать точные пропорции, но примерно можете по картинке тоже измерять карандашом. Где-то носик здесь, значит, то есть вот эта длина будет к бровям от носа, да? И можно узнать, вот, допустим, если глаза, да, посмотреть вот так, тоже ширину глаз берете, можно чуть-чуть со скулами, и вот тут отметить второй глаз, и здесь. Так. И можно узнать высоту шлема ближе к губам, да? Так, сейчас покажу. Вот у нас здесь носик от подбородка
Значит, я немножко, видите, здесь у меня брови будут в этой области. Вот где-то здесь брови. Я просто сильно отмечаю, чтобы вам видно было. Значит, у нас шлем чуть выше будет. Если у вас, ну, допустим, мы сказали примерно столько, да? Шлем. Ага. Значит, до сюда будет шлем. Все время мерите и перемещаете. Вот. И здесь у нас наоборот. Либо если вы хотите, чтобы вот эта часть видна была, тогда вам лицо поменьше надо сделать, чтобы все вместилось. И губы. Тоже примерно на глаз. У кого есть ластик, можете использовать ластик. Но это не обязательно. Здесь у нас усы будут. Усы. А рисовать надо в негативе или как в книжке нарисовано? Еще раз повторите, пожалуйста. Рисовать надо в негативе или как нарисовано в книжке? Можно с негатива рисовать, а можете с книжки. Но у вас все равно может быть свое видение для работы. То есть вы можете чуть-чуть по-другому нарисовать. Мгм. Прям не копию. Спасибо. Мгм. Но все равно мы рисуем нашего героя. Вот. Поэтому старайтесь, ну, немножко похожим сделать. Мгм. У меня немножко лицо надо чуть-чуть пошире сделать, да? Тогда вот с этой стороны чуть-чуть увеличиваем. Здесь тогда подбородок так пойдет, да? Еще в поп-арте очень нравится, когда люди обводку делают. Поэтому старайтесь, если у вас кисточка не позволяет тонкие линии сделать, можно вначале широкой кистью писать, сделать мазочки, все там закрасить, где нужно. Потом можете кисточку отрезать ножницами и получить вот где-то в этой области потоньше сделать. Либо можете много воды не брать, а чисто вот черный цвет взять и осторожно можете вот такие линии проводить. Поэтому не бойтесь, если у вас такая широкая толстая кисть, а тонкой нету. Да, у него подбородок немножко еще пошире, оказывается, да?
Так. Мгм. Мгм. Здесь можно немножко показать мышцы, да? Давайте покажем чуть-чуть мышцы. Вот с этой стороны где-то у нас, с этой стороны круглый спину, это так до спины, еще тут кругляшок есть, да? То есть начинаем округлять. Можно здесь еще добавить. Можно в стиле поп-арт еще плакаты сделать. Это очень интересно. Вот примерно так. Брови немножко пошире сделаем. Мгм. Вот это, собственно, тень будет здесь. А с этой стороны уже у нас рефлекс пойдет. Ага. Здесь немножко отмечаем. Примерно тоже на глаз. Округляем. Немножко вниз опускаем. Вот так вот. Ага. Вот с этой стороны поднимается же, да? Значит, вот эта сторона чуть повыше будет. Потому что с перспективы вот это поближе будет, чем вот эти. Тогда вот эти еле заметные, эта часть больше заметна будет. Можно здесь даже, не знаю, некоторые лошадку рисуют, форму лошади можете нарисовать. Но это не обязательно. Можете чуть-чуть свое что-нибудь добавить. Если вам хочется что-то свое придумать, ребята, не обязательно именно вот так делать, цветовую гамму. Можете цвет любой выбрать, можете даже вот эти кубики не рисовать, а можете совсем, можете делать линии, точечки, вот, шарики, да. Фантазируйте обязательно, потому что я уверена, что ваша работа будет супер. Вот вместо розового можете еще другой цвет добавить, да? Не обязательно, лицо может любым цветом закрасить, не обязательно телесный, да? Можно зеленый сделать или еще какой-нибудь. Это у нас поп-арту нужно себя фантазировать, ну, пофантазировать над картинкой, да? Добавить свое. Так, ну. Вы стараетесь сильно, вот именно, когда я черчу, я сильно нажимаю, чтобы вам видно было, а вы можете не так сильно надавливать. Мгм. У нас примерно так получился наш рисунок. Здесь немножко вниз идет, оказывается. Нет, правильно. Вот чуть повыше, да? Тут закругляем. И вот здесь у нас будет. Мгм. Даже, оказывается, немножко у нас чуть-чуть прибавить, да? Немножко. Сзади чуть-чуть прибавим. Да повыше сделаем. Обязательно, ребята, старайтесь немножко отходить от вашего рисунка и смотреть.
потому что издалека видны ваши ошибки. Мгм. Может, шлем чуть-чуть, да? Чуть-чуть можете пошире сделать, хотя, если посмотреть, вот так. Мгм. Пойдет. Можно сторону чуть пониже сделать. Так, минуточку, сейчас я подойду. Все успевают? Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Поп-арт, еще раз напоминаю, это у нас разные стили вместе, поэтому можете не обязательно квадратики делать, там можно линии сделать или кружки, какой-нибудь круг нарисовать. Кто закончил, можете уже взять краски. У меня будет такая кисть. Плоская, называется, это синтетика у нас. Это примерно, по-моему, 4, не 3 у нас. Заметьте, если у вас формат больше А4, например, вот такой формат А3, тогда вы берете, конечно, кисть побольше. Но это не обязательно тоже. Конечно, почему большая кисть лучше всего? Большая кисть лучше, хорошо, когда у вас картина форматом побольше, холст или картон, бумага, где вы будете писать картину. Для подмалевка или для других техник очень хорошо, когда мы вначале большой кистью все просто закрашиваем, а потом уже можно поменьше кисти взять. Вот. А поменьше кисти для чего они нужны? Вот такие тонкие кисти, они нужны для детализации, да, или еще поменьше этой кисти. Если у нас большой формат будет, вот эта кисть у нас для большого формата очень тонкая кисть будет. Вот, не широкая, точнее. А вот эта круглая, тонкая, да, вот это подходит, например, что-то вы детализируете, например, глаза, да, где вот такая большая кисть не сможет попасть просто, и чтобы не размазывать нашу картину, нам нужна вот такая тонкая кисть. А вот такая тонкая кисть очень хорошо подходит вообще для вот этих обводок, да. Можно просто взять или можно просто взять такую кисть и вот так порезать, отрезать, и будет немножко скошенная кисть, и тоже немножко получше и удобнее будет использовать. Или можете такие скошенные кисти купить в магазине. Немножко макаем кисть в воду, да. С этой стороны у меня будет палитра, буду смешивать здесь.
Я возьму телесный цвет. Немножко здесь больше розовый, но я немножко сделаю его телесным. Для этого берем белую краску, туда добавляем красный цвет, но красный цвет лучше в стороне положить, потому что если мы сильно много красного возьмем, то у нас розовый цвет получится. Вот. А с этой стороны тоже мы желтый положим и начнем смешивать. Да? Если у вас больше желтого будет, то, естественно, ближе к желтому будет. Или может такой кадмий желтый, темный получиться. Если здесь посмотреть, вот телесный цвет получился, но мне хочется немножко сделать чуть-чуть розоватым телесным, да? Но не розовым. Или нежно-неаполитанским розовым, да, это тоже можно розовый цвет называть, но это неаполитанский цвет. Очень хороший цвет, нежный такой. Подходит для кожи, да? Если вы ластиком не пользуетесь, то берете краску гуще, чтобы не было видно карандаша. У кого акварель, ребята, у вас наоборот будет. Желательно, кто акварелью пользуется, обязательно ластик иметь с собой. Так, сейчас, извините, вопрос, да? Сейчас посмотрю. Так, чат. А если я нарисовала, как в вашей книжке, то есть полностью не как у вас? Ничего страшного, это очень даже хорошо. У вас немножко по-другому может быть. Обязательно, как у меня, не должно быть. То есть вы сами видите, ваш персонаж, ваше видение, это наоборот приветствуется. Поэтому можете и как в книжке, можете немножко вообще поменять, чуть-чуть свое сделать. Это хорошо. Вот. Продолжаем. Вопросы тоже задавайте обязательно. Если цвет не получается, тоже посоветую. Здесь уже как разукраска у нас идет. Спасибо, участники, за вопрос. Все, жду вопросы. Здесь получается у нас вообще стиль поп-арт. Это, я как говорила, это вообще много стилей, множество, да. Поэтому сейчас в данном случае я как разукраску начинаю просто закрашивать в один цвет. Плоская кисть очень хорошо краски ложит. Где у нас собственная тень, мы там немножко другие оттенки будем добавлять. Поэтому я пока не трогаю эту часть. Если у вас краска очень густо ложится, можете немножко подровнять. Немножко пройтись в краске. И с этой стороны. Я чуть-чуть добавила ширину, да, больше скулы нарисовала. Поэтому тут чуть побольше сделала. Наш герой. Вы, конечно, можете другой цвет взять. Не обязательно это лес. Кисть можете как угодно держать. Не обязательно держать, как ручка не обязательно держать, как вам удобно. Ну, конечно, хорошо рисовать вот так. Держите так и легче, да? Ближе лежит к нашей бумаге. Очень хорошо ложится краска.
Здесь тоже над глазами тоже добавляем телесный. Если где-то немножко закрасили не там, то ничего страшного. Берете либо тряпочку, либо кисточку, тоже немножко взять воды, не сильно много, и пройтись по краске, немножко воды добавить и взять тряпочку, убрать оттуда воду лишнюю и убрать краску с водой. Опять же, тряпочкой воду лишнюю убрали с краской, да, и повторяем, пока наша бумага будет чистой. Даже если у вас какая-то ошибка появилась, тоже краска не убирается, можете, конечно, туда другую краску добавить. Это не страшно. Здесь тоже немножко добавим. Губы тоже можно другим цветом. Можно немножко темнее сделать. Можете добавить в этот же цвет немножко коричневого, либо сине-жженый. Это получается коричневый немножко с краснинкой. Вот, какой-то такой бордовый цвет добавляется, немножко превращается, ну, с белила титанового или цветкового у нас немножко блеск появляется. На прошлом уроке я рассказывала, что гуашь — это у нас краска, которая белеет при высыхании. Если у вас сильно красные губы получились, то туда мы добавляем немножко белил, чтобы осветлить. Можете немножко еще белил добавить и по центру немножко осветлить, но края оставить темными. Вот так вот. Мгм. Участники, напишите, пожалуйста, вы успеваете за мной? Вот этот цвет можно, пожалуйста, переместить, что тень. Вот этот сюда поставить цвет. Или нет, давайте вот так сделаем. Так, секундочку, пожалуйста. Сейчас я перемещу. Так лучше, да.
Продолжаем. Затем я возьму оранжевый. Если у вас оранжевого цвета нету, мы сами делаем. Взяли эту же кисть. Туда мы добавляем желтый. И в желтый мы добавляем красный. Если у вас сильно много желтого, как у меня, красного, да, то у вас больше краснеть будет. Тогда мы добавляем больше оранжевого. Ой, желтого, извиняюсь. Вот такой у нас оранжевый получился. Если сильно густо, то туда добавляем воду. Мне кажется, еще надо добавить воду. Вот. Такая хорошая консистенция должна быть. Можете еще гуще брать, но если вы будете много слоев делать, именно гуашь не очень приветствуется, потому что чересчур много, такая густота где-то там пару миллиметров. Именно если мы бумагу берем, скручиваем, то у нас вот эта краска трескается и падает. Поэтому старайтесь не сильно густо делать, но все равно густота все равно должна быть. Потому что если вы будете сильно смешивать водой, то у вас наоборот будет акварель. Поэтому старайтесь вот найти такую консистенцию. И когда вы, вот допустим здесь, да, у нас немножко оранжевый будет. Может быть, да, будет просвечивать карандаш. Если вы сильно карандашом надавливали, то немножко видно будет. Можно немножко еще погуще сделать. Да, все равно видно, чуть у меня сильно. Здесь у нас будет оранжевый, такой солнечный, огненный цвет. Такой хороший, да? С этой стороны, так. Кто выбрал здесь, можете карандашом провести линию, а можете не обязательно. Здесь не обязательно именно квадратики должны быть аккуратными. Можно немножко кривые сделать. Если где-то просвечивает, то докрашиваем. Образец картинки. Вот. У вас могут быть другие цвета. Сейчас я добавлю розовый цвет. Если у вас кисточка грязная, это означает, у вас есть краска. Обязательно нужно почистить нашу кисть. Можете протереть тряпочкой.
сюда. Розовый цвет мы как делаем? Добавляем белый. Больше белого добавим. У меня здесь получается вот такие красные есть. Один краплак красный, более такой бордовый, да, а другой больше красный. Если мы хотим более такой теплый, ну, вот это тоже теплый будет, да, в принципе. Можно посмотреть. Добавили белый цвет и получили у нас такой розовый, да. Попробуем немножко другой цвет добавить. Видите? Такой темный розовый получился. Но можно в этот розовый побольше белого добавить, да? И сделать более светлым. Даже если мы посветлее сделаем, немножко у нас все равно. Смотрите. У нас этот цвет очень похож на красный, да? Но если заметить, то более, не знаю, холоднее получается, кажется, да, чем красный. Но все равно не такой холодный. Мгм. Я розовый добавлю здесь. В этой картине, именно в стиле поп-арт, не обязательно делать мазочки. Вот. Также этот розовый цвет можете добавить где-нибудь с этой стороны или можно где-то здесь. Я больше буду придерживаться нашей темы, ну, нашей картинки, но немножко чуть-чуть изменю. Опять же взяла белила. Сюда тоже, если у вас несколько зеленых цветов, то не обязательно. Вот с этой стороны у нас более холодный зеленый, да, с этой стороны более теплый. Плохо видно. Получается, зеленый цвет относится и к холодному, и к теплому, по этому оттенку, да. Поэтому некоторые художники спорят, что кто-то говорит к теплому, кто-то холодному, да. Но здесь, получается, можно и теплый сделать, и холодный цвет. Я взяла более холодный зеленый. Когда добавляю белила, у меня получается вот такой зеленый, выбеленный, салатовый, да? Можно еще чуть-чуть добавить зеленого.
Этот цвет больше похож на зеленку. Как вы заметили, что наша краска высыхает, можете время от времени добавлять воду. У меня розовый цвет прибавился, и получился такой сложный, какой-то сероватый, да? Если у вас попала другая краска, можете еще прибавить белила, или можете сложный цвет сделать. Так, еще хочу зеленого добавить. У меня сложный цвет получился. И этот цвет я добавлю в этой области. Немножко бирюзовый получился. Можно где-то здесь добавить. Мгм. Возможно, этим цветом я еще буду пользоваться. А также можно немножко где-то здесь добавить этот цвет. Я немножко по форме мышь сделаю, потому что у нас стиль поп-арт смешанный, да? Это здесь немножко добавлю. Мгм. Где-то здесь блестит, но немножко добавим. Наш. Можно еще немножко здесь белила добавить отдельно. Пусть усыхает, мы затем белила здесь добавим. И будет как объем. Конечно, объем не обязательно в поп-арте показывать, потому что это у нас именно плакатная техника, да? Ну, такая рекламная. Можно и плоскую картину сделать. Не обязательно объем показывать. Ну, конечно, желательно вот эти тени показать. Где тень у нас можем просто пройтись, сделать обводку черным. Или можно немножко другой цвет добавить. Например, какой-нибудь коричневый. Или множество цветов. Этот цвет немножко будет отражаться. Можете показать в доспехах, да? Где-то здесь будет. Тут тоже немножко идет отражение, потом я добавляю.
Мгм. Теперь какой-нибудь синий цвет сделаем или голубой. Если вы хотите голубой цвет сделать, и у вас только есть синий, то берете белый цвет и добавляете туда синий. Это у нас синий или голубая ФЦ. И добавляем туда немножко белый. Такой у нас небесный цвет получился. Можно еще немножко посветлее сделать. Побольше добавляем белила. И получается у нас такой светлее получается. Этот цвет я добавлю. У нас немножко падает сверху рефлекс от неба. А вы можете любой другой цвет добавить. Рефлекс это у нас, что это значит? Это когда цвета взаимодействуют друг с другом, да? То есть ближайшие цвета, они будут отражаться обязательно, да? Если здесь заметить на картине, то можно на подбородке увидеть немножко зеленый блеск от доспехов, да? Ну, такой цвет идет от доспехов, но немножко такой цвет, ну, такой притушенный цвет. Не такой яркий вроде бы, да, но все равно немного чуть, нет, можно как сказать, конечно, ярче доспехов не будет, да, рефлекс, но все равно этот цвет будет отражаться здесь. Вот, то есть, может быть ярче, может быть немножко только вот отражаться. А также у нас вот голубой цвет тоже отражается от неба, то есть если вы посмотрите на природу вдаль, да, в поля, можно заметить, дальние поля, они немножко голубеть будут. Это идет рефлекс от неба, да. Поэтому рефлекс, ребята, тоже не забываем. Ну, конечно, здесь можно все, можно не добавлять рефлекс. Мгм. Можно добавить немножко здесь. Немножко я белила добавила. Я осветляю.
Это можно чуть-чуть сюда прибавить. Давайте немножко желтый цвет добавим. Не хватает. Можно взять чисто желтый цвет. Очень хороший. Старайтесь, чтобы туда синий цвет не попал. Если попадет синий цвет, будет зеленеть. Я хочу желтый добавить сюда. Старайтесь яркие цвета добавить, чтобы интересно было. Конечно, у кого акварель, ребята, то старайтесь, как сказать, со светлого начинать. Потом только темные цвета. Здесь тоже можно желтый добавить. Этот желтый мы добавим как рефлекс к картине, да? Немножко сверху добавим. Желтый. У нас рефлекс будет немножко. Если вы заметили, когда желтый цвет прикасается к синему, то начинает зеленеть. То есть получается у вас палитра не только в палитре будет, да, еще на картинке и в кисточке. То есть не забываем, что у нас цвет меняется в кисточке, так как здесь у нас краска может быть, да, и может дать больше 4 цветов, если их 4, то у нас немножко уже сложнее цвет грязным будет. Но такими цветами мы тоже пользуемся. Немножко добавим. Давайте сюда немножко добавим.
если немножко за границы выходит, где вы красили, вот, допустим, здесь, да, вот ничего страшного, да, потому что дальше мы будем детализировать и делать обводку, поэтому где-то здесь уже будет не видно. Так, еще немножко можно зеленый цвет сделать, да, темный зеленый. Можете вот как здесь темно-зеленый набрать, либо черный, либо коричневый, и сделать собственную тень, да. Где-то можно здесь затемнить, а можете просто черную сделать. Мгм. Пусть где-то здесь немножко желтый будет. Какой еще цвет можно добавить? Может, темно-розовый? Мгм. Я взяла краплак красный, добавляю в белый. До этого набирала цвет розовый, туда добавила. Получила такой теплый розовый. Можно, конечно, сделать фиолетовый, смешать с белым и посмотреть, что получится, какой цвет. Какой-то сиреневый, да? Или можно с сиреневым, да? Сиреневый цвет немножко другой. Если у вас вода слишком темная и грязная, то старайтесь менять чаще воду. Если вы хотите начать с чистых цветов, то обязательно нужно набрать новую воду, а также помыть кисти. Этот розовый мы добавим сюда.
Здесь можно немножко другой цвет добавить, да? Чуть-чуть разбавить. Давайте немножко синий цвет добавим. Так, сюда можно еще, можно немножко сюда добавить, теневая часть. Дорогие участники, если есть вопросы, задаем. Что у вас не получается или есть просто вопросы? Мгм. Можно еще немножко цвет коричневый можно добавить или фиолетовый. Давайте фиолетовый добавим. Да, можно вот этот сиреневый, который мы сделали, можно этот цвет добавить.
не только гуашью можно в стиле поп-арт рисовать. Также можно использовать акриловые краски. Акриловые краски очень подходят для поп-арта, потому что поп-арт у нас это плоские картины, и для этого очень хорошо подходят акриловые краски. Но акрил это такая краска, которая темнеет при высыхании. Поэтому, конечно же, если вы хотите такие яркие цвета сделать именно в поп-арте, можете использовать вообще масляные краски. Такие краски, они никогда не будут темнеть или светлеть, или никакого белесого цвета не будет. Вот. Можете немножко встать, отойти или отдохнуть и посмотреть издалека на картину. Можно где-то какой-то цвет убрать, да? А можно наоборот прибавить. Когда мы начнем обводку делать черным, то картина еще поменяется. Пожалуйста, включите микрофон и задавайте вопросы. Можете отдохнуть, можем сделать перерыв, и я буду отвечать на ваши вопросы. Мгм. Если у вас тонкой кисти нету, то, конечно, подойдет любая кисть. Главное, чтобы это не щетина. Ну, щетиной тоже можно рисовать. Но желательно это, чтобы белка была или синтетика, да, или другая похожая кисть. Не обязательно иметь много кистей. Если у вас тонкая кисть, то вам придется немножко подольше закрашивать вот эти части, где у нас немножко, где мы плотные, ну, вот плотную закраску делаем именно широкой кистью, то вам придется немножко подольше, если у вас тонкая кисть. А если у вас широкая кисть, то, конечно, немножко легче будет. Сперва начнете закрашивать, а потом вот эти мелкие детали можно, конечно, сейчас покажу. Можно этой кистью рисовать именно вот этим ребром. Вот смотрите, если вот так держать, то видно, здесь ребро есть потоньше, да? Или с этой стороны. Тогда вы вот так делаете. Краску берете, немножко в кончик берете, либо в ребро, и начинаете просто палец сюда поставили, если у вас картина высохла, да? И немножко проводите вот такими линиями. Каждый раз придется краску брать, потому что на кончике краска быстро заканчивается. Поэтому, опять же, взяли краску, провели, и здесь провели. И получается у вас немножко потоньше. А тонкой кистью вот эти обводки делать очень просто. Да, но гелевая ручка, скорее всего, не будет. Вот меня вопрос задали, могу ли вместо черной краска использовать гелевую ручку, да? То есть получается, если гелевая ручка может просто не мазаться, да? Получается, скорее всего, вы не сможете. Но попробуйте. Фломастером, маркерами можно, а вот, по-моему, гелевой ручкой было невозможно это сделать. Но если сильно надавливать, возможно, у вас получится. Обязательно отпишитесь, если у вас получилось, то пишите, если нет, тоже пишите. И заметьте, что когда
вы каким-нибудь маркером обводите или фломастером, то получается тоже краска будет слезать, сползать с нашей картинки, потому что это гуашь на водной основе. Получается, на водной основе гуашь он быстро сползает. Даже если мокрыми руками трогать, там будут следы, следы пальцев. Вот. И, конечно, можно другими красками сделать, допустим, можно не только гуашью, можно черным акрилом, можно, потому что черный акрил на водной основе. Но, конечно, еще можно и масляные, не знаю, масляные краски я не пробовала, но я думаю, это возможно. Тем более, если на высохшей картинке взять просто без воды, масляная краска это на масле получается, и взять немножко погуще, то получится. А так, конечно, краски масляные с акрилом не смешиваются. Когда вы акриловый... Как-то раз у меня такой случай был на мастер-классе. Случайно как-то краска акриловая попала в набор масляных красок. И там получилось, что какой-то творог, такая консистенция была, а потом заметили, что там у нас акрил лежал, оказывается, немножко с масляной краской. Вот такой случай был один раз. То есть масло с акрилом не смешивалось. А вот акварель можно смешать, конечно, с гуашью, потому что гуашь это тот же акварель, только гуще. Там больше клеевых основ добавлено. Вот. Также можно гуашью, как акварелью рисовать. То есть там, получается, больше водой разбавляем. А вот с акрилом, если вы акриловые краски возьмете, конечно, все это акриловая краска разбавляется водой, но если вы как акварелью начнете много воды добавлять в акрил, то у вас, конечно, краска положится, но когда высохнет, порошковая часть просто выпадет. То есть получится, что краска просто не будет липнуть к холсту. Потом тоже, когда акрилом будете рисовать, тоже надо смотреть, поизучать, потому что там не больше, по-моему, 30% воды должно быть, даже меньше, может 20%. Но акрилом еще можно писать без воды. Есть такие специальные растворы продаются. Эти растворы можно купить в лавке художника, там же в Билмарте или в художественном магазине. Вот эти баночки, они не будут прозрачными, они будут больше иметь белесый цвет, но при высыхании будут прозрачными, поэтому не нужно бояться. Вот. И такие картины гуашью, они больше не сохраняются надолго. Можно сказать, что картины гуашью могут 25 лет, но если хорошо хранить, тоже от хранения зависит, может и 50 лет. Но вот другие краски, акриловые, масляные краски, они очень долговечные. Можно еще вот картины гуашью и акварелью можно под стекло положить и повесить с рамкой на стену. Тогда будет очень долго храниться. У меня одна ученица, моя Галина, ей 84, по-моему, лет. Она очень классно рисует, у нее именно маслом рисует. И как-то раз она принесла свои картины. Самое удивление было, что ее картины не на картоне именно прессованы, не прессованный картон или холст, или там холст на подрамник. У нее обычный картон был. Самый обычный, который, туда, где мы вещи ложим, да, вот эти от бытовой техники, вот такой картон. И этот картон, вот эти картины она больше 25 лет назад рисовала, рассказывала. Даже 30 лет, по-моему, уже. Ее картины очень хорошо сохранились. Даже
края не мятые были. То есть все зависит от того, что как вы храните. Вот. А также можно, конечно, если у вас очень много рисунков, именно маслом или, ну, картин, да, или гуашью, акварели, то обязательно нужно при хранении сверху закрыть либо А4 бумагой, либо есть такие разные тонкие, именно даже можно использовать для духовки. Такие бумаги же есть, можно ими закрывать. Главное, чтобы картина именно не касалась других поверхностей, которые будут вытирать краску. Саина, скажите, пожалуйста, у вас получается гелевой ручкой по гуаши, по картинке? Сейчас я доложу цвета, которые не доложила. Мне очень интересны ваши работы. Ребята, обязательно с вашего разрешения, можете отправить на номер, который будет в чате, свои работы, фамилию, имя, отчество, пожалуйста, пишите. Чем вы занимаетесь, в какой школе учитесь, работаете. И свои работы сфотографируйте и отправьте нам, пожалуйста. Также можете участвовать в конкурсе. Конкурс будет в Инстаграме. Можете там почитать. Добрый почин. Нет, сейчас скажу точно. Алонхо, нижняя черточка, добрый почин. Можете просто в поиске написать в Инстаграм Алонхо, добрый почин. И обязательно найдет. Там у нас будут новости насчет мастер-классов, а также про конкурс и про фотоконкурс. Обязательно выйдет новость. Сейчас я посмотрю, скажу. Угу. Отправляйте, пожалуйста, по WhatsApp ваши работы на номер 8914 305 75 44.
Мгм. Также приглашаем молодежь от 14 до 23 лет стать участниками конкурсов селфи в стиле Аланхо и лучший рисунок в стиле Аланхо. Ага, сейчас. Так. Координатор проекта Аида Васильевна Захарова, да? Еще раз повторяю, номер 8914 305 75 44. Также можете посмотреть наши соцсети в Инстаграм. Отправили в чат instagram.com alonho, _добрый почин. Или можете в Инстаграм в директ отправить. Ждем вашей работы, ребят. Мы еще не закончили. Сейчас мы будем заканчивать, именно закрашивать наш оставшийся белый цвет, а потом будем делать подводку. Это у меня коричневый цвет. Где-то немножко еще добавим здесь. Это у меня не обводка, ребят, это просто убираю белый цвет бумаги.
Мгм. Здесь можно красный цвет добавить. Давайте красного цвета не хватает. Это чисто красный цвет. Немножко здесь добавим. Конечно, любой цвет может продолжаться, не обязательно именно по рисунку рисовать цвета. Можно даже фон вместе с лицом или с руками в один цвет красить. Мгм. Где-то еще красный добавим, да? Можно где-то здесь добавить красный чуть-чуть. Мгм. Также белок глаз можно тоже в любой цвет закрасить. Или можно оставить бумагу. Все успеваем? Спасибо большое. Можете также мою страницу посетить. У меня 2 страницы. В группу отправили, в чат. Алифатис — это личная страница, там тоже бывают свои работы, а еще есть работы моих учеников. Тоже можете посетить и посмотреть. Это арт Алифатис. Или можете через мой инстаграм зайти, там ссылка будет. Или можете свои работы мне отправить, я работу отправлю в Добрый Почин. Но обязательно посетите страницу Аланхо Добрый Почин. Там очень много интересного, разные семинары. Также участвуйте обязательно в конкурсе, потому что очень хорошие призы. И также кто от 14 до 23 лет, кто сделает репост именно о конкурсе, а скоро это у нас выйдет в Инстаграм Добрый Почин Аланхо, то есть Аланхо Добрый Почин, там вы должны сделать репост. Этот репост должен набрать больше 5 лайков, просмотров, больше 500, извиняюсь. Вот, и тот, кто первый наберет много лайков, больше 500, тот получит сертификат 5000 рублей. Вот, именно в магазин, художественный магазин. Вот, обязательно участвуйте, обязательно посещайте, смотрите, скоро выйдет. Спасибо, в чате написали арт Алифатис, но там, кажется, нету точки. Тоже сами посмотрите, ребята, обязательно. Там
поиске найдет. Все успеваем? Напишите, кто не успевает. Кто не успел или кто позже зашел в Zoom, то можете обязательно посмотреть на YouTube. Сейчас скажу, как называется. На YouTube страница ФПГИ «Добрый почин». ФПГИ. Там напишите либо на YouTube мастер-класс по технике флют-арт. «Добрый почин» напишите. Или «Добрый почин в ПГИ». Там будут мастер-классы, которые мы сейчас закончим, и это обязательно выйдет. Те, кто не успел досмотреть или позже зашел, можете посмотреть полностью. Также обязательно, ребята, посмотрите другие мастер-классы. Там у нас «Нарисуй Аланхо» было за одно занятие. Очень хорошая тема. И еще тема гратажа есть, и флют-арт техника есть. Обязательно нарисуйте и отправьте нам. Вот, в чат отправили YouTube-канал. Посетите обязательно. Там много очень интересного. Там не только мастер-классы, там еще семинары. Вот. Тут очень много интересного. Образ правителя в фольклоре народа Саха есть. Обязательно посетите нашу страницу. Можете даже все работы отправить. Мастер-класс номер 1, там у нас тоже маленький рыцарь был, богатырь точнее. Вот, можете его тоже нарисовать и отправить в Инстаграм, либо на номер. Вот. Также вот другие работы тоже, кратаж и флют-арт, и вот это очень интересная техника. Посмотрите обязательно. Продолжаем. Это у меня черная краска. У вас может быть любая другая, не обязательно черная. Некоторые могут еще по талию делать. По талии там такие золотые, серебряные листочки разные. Пользуются так. Когда вы нарисовали, когда у вас краска подсохла, высохла, здесь вы наносите клей. Где вы хотите обводку делать, не обязательно здесь, да, можете, где вам хочется, там сделать обводки и приклеить поталь. Тоже очень интересно. Потом можно также поверх потали тоже можно подводку сделать, обводку, да, черным или каким-нибудь другим цветом. Тоже можете дома еще другие рисунки сделать, попробовать. С поталью тоже очень интересно. Можно еще блески сделать. Тоже наносите клей и туда сыпите блески.
И просто вот так стряхиваете, у вас остается вот эта красота тоже остается. Вот. А можно просто обводку сделать. Сильно-сильно не смачивайте. Если у кого краска высохла, бывает такое, что гуашевые краски быстро высыхают, да? Тогда сюда добавляете воду. И нужно продержать с водой чуть-чуть. Ну, много воды тоже не надо, где-то вот столько добавите. Если даже не разбавляется, то можете немножко вот так сильнее так пройтись кистью, да? Смешать и взять краску. Чтобы ваша краска вот такой грязной не была, можете каждый раз либо новую кисть, либо чисто этой кистью брать, либо просто лопаточкой. Такая лопатка называется мастихин. Мгм. И начинаем делать обводку. Я начну с бровей. Вы можете начать с любой части. Здесь я отмечаю теневые. Сперва начну с теневых, может потом добавлю черную краску. Много черного будем использовать, поэтому я сюда положу краску. Немножко добавлю воды. Мгм. Цвет глаз можете тоже на свое усмотрение. Можете брови немножко еще гуще сделать. Да, у меня тут рефлекс потерялся. Это не важно. Тоже, смотрите, можете сделать собственную тень, закрасить черным, либо можете сами пофантазировать
Даже можете добавить там, где не нужно. У нас получился молодой богатырь. Можно даже вот тут черным замазать. Не обязательно тонкую обводку делать. Можете даже где-то убрать краску. Можно вот даже вот так полностью черным закрасить. Много черного цвета не помешает. Можно еще мышцы чуть-чуть сильнее показать. Вот когда мы тени добавляем, у нас объем появляется. Наш такой сильный. Борец за справедливость. Этот человек помогает обездоленным, да? Кому нужна там помощь. Аланхо — это очень интересно на самом деле. Обязательно посмотрите, почитайте.
этот герой идет, по-моему, да, чуть-чуть подзабыла, но кажется, он идет из три мира, да. А средний это где люди живут, а нижний это где вот эти демоны. Вот. И они еще превращаются в людей, оказывается. Вот. И по истории там монстры или демоны, вот эти черти, они крадут невесту, девушку. И все, кто туда спустился, помочь освободить, те они все умерли. И Лей Боттер, он этот получеловек, спускается туда и, и спасает девушку. Обязательно прочитайте книгу или даже в этом есть в Википедии. Очень интересно, это нужно знать обязательно. У меня такая книга хорошая. Иргун Боттер «Стремительный». Это очень толстая книга. Здесь очень много картинок, рисунков. Тоже можете эти картинки найти в интернете. Да, можно чуть-чуть здесь так нарисовать. Немножко глаза прищуренные, потому что мы снизу смотрим на него, да? По перспективе, да. Так получается. Куда-то вдаль смотрит.
Конечно, можете больше черного цвета добавить. Это я немножко тут побольше темного цвета добавлю. Можете широкую кисть взять, если вы хотите где-то по большей части закрыть. Чуть-чуть добавить. Можете немножко встать, отойти, походить. Тоже издалека посмотрите вашу картину. Можете где-нибудь остановиться, можете так оставить, можете еще прибавить. Мгм. Можно тут немножко почернить, да? Тоже на свое усмотрение смотрите. Можете эмоции добавить, да, на лице.
Вот сейчас я показываю, как можно просто ребром писать, либо так, если у вас плоская большая кисть, либо так. Проводить тонкие линии. Можно еще тут тень добавить. Мгм. Можно еще просто линии где-то провести. Главное, не бойтесь портить. Да, вот тут я испачкала, да? Если испачкали, можете что-нибудь другое добавить. Может, так и задумано, да? Вот. Мгм. Можно еще чуть-чуть добавить черноты, да? Тоже на свое усмотрение, не обязательно так же чернить, как я. Здесь немножко добавим, да? Можно еще немножко добавить.
можно немножко где-то линии сделать, вот такие вот, да? Либо точечки, тоже на свое усмотрение. Может, любые вот такие линии сделать. Фактурные, да? Можно доспехи чуть-чуть подрисовать. Мгм. Можно немножко почернить, но не надо. Мгм. Можно еще немножко где-то черноты добавить, да?
Линии обязательно ровными не должны быть. Если у вас ровная линия не получается, можете даже вот немножко сделать дрожащими или где-то пятнышко добавить можете. Где-то что-то убрать лишнее. Где-то можно вот так сделать, да? Здесь. Можно еще где-то линии добавить. Если вам нравится ваша работа, можете остановиться. Ну, конечно, я уверена, что у вас все получается. Чтобы для завершения вашей работы нужно обязательно ваша подпись. Но это не обязательно. Кто желает здесь, можете где угодно поставить свою подпись. Это очень интересно. Можете любым цветом оставить свою подпись, потому что когда художник заканчивает свой рисунок, обязательно должен подписать свою работу. Так как я черную краску взяла, я здесь не могу добавить, да, снизу. Некоторые еще свой Инстаграм пишут, но это тоже классно, интересно. Некоторые свои работы где-то отправляют и туда где-то вставляют свой Инстаграм. Или можете свою подпись поставить, да? Я здесь поставлю свою подпись. Тоже обязательно ставьте. Подписывайте свои работы. У меня сильно толстая кисть, поэтому очень плохо получается. Если есть вопросы, обязательно напишите сейчас. Можно просто инициал ставить. Можете просто свое имя написать. Жду ваших вопросов.
Если посмотреть на работу, то можно увидеть не только вот, разные стили, можно немножко где-то кубизм видно, да? Вот. Ну, это, не знаю, я бы так не назвала, но это больше такой смешанный стиль поп-арт. Есть и авангардизм, есть и кубизм, ну, много чего можно увидеть. Спасибо большое за замечательный комментарий. Если вам понравился урок, ставьте лайки. Обязательно посетите Инстаграм, тоже там ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. На Ютубе тоже посмотрите много других мастер-классов, тоже ставьте лайки. Большое спасибо, что зашли, всех участников. Обязательно, то есть участники обязательно отправляйте свои работы. Еще выставка будет в мае месяц, то есть в конце мая, по-моему, будет. Обязательно тоже следите в Инстаграме Добрый Почин, Алонхо Добрый Почин. Там будет именно информация про конкурсы и про выставки. Вы можете свои работы туда отправлять, фотографии своих работ. Вам спасибо большое. Еще нас ждут очень много интересных других мастер-классов. Обязательно подпишитесь в Алонхо Добрый Почин в Инстаграме и в YouTube-канале. И еще посещайте другие мастер-классы, которые будут еще. Следующий мастер-класс, скорее всего, в субботу, либо, ну, возможно, в будни будет. Обязательно смотрите Инстаграм Алонхо Добрый Почин, там будет именно информация о мастер-классах. И тоже у меня тоже на странице будет, но сперва выходит в Алонхо Добрый Почин. Вот, конечно, очень много разных направлений есть в живописи, очень много интересных. Можно еще ну, такие интересные техники есть, мастихиновые, есть техника именно мастихином рисовать, это тоже очень интересно. Возможно, будет техника мастихином, потому что такая техника сейчас очень популярна, очень модна, и именно мастихином, ну, конечно, в интернете мало уроков я видела, тоже думаю, именно мастихином попробовать, да. Конечно, мастихином можно и написать и акрилом, и можно гуашью, можно масляными красками. А также еще уроки будут, возможно, масляными красками будут, скульптурная живопись будет, надеюсь очень, потому что скульптурная живопись это, конечно, это плоская картина, которая вешается на стену, и вы не представляете, что это будет что-то объемное такое сильное, да, но эта картина сама по себе будет объемной и будет очень интересная, не будет однотонной, да, там мы будем добавлять разные акриловые краски, и получится, что у нас на тему Алонхо тоже очень интересно много. Можно лошадь нарисовать или красивую девушку, да, или маму Гарри Поттера, да. Вот все это очень интересно. Вот. Тоже объемные картины. Как раз насчет этого и на Ютубе вообще уроков мало. Вот, там специальная штукатурка нужна. И вот эта штукатурка очень хорошо смешивается с красками. Можно различные цвета получить. Вот. А также у нас тренируется акварелью. Акварель вообще техника очень сложная. Получается, гуашь это легче всего, а вот акварель у нас получается
сложнее всего. То есть нужно немножко больше времени, 3 часа, наверное, скорее всего, обязательно. Потому что техника акварель, это надо изучать. Вот. Ну, гуаши тоже, но если научиться акварелью, конечно, можно и пару-три картины нарисовать, и можно уже знать, как работать. Вот. Ну, даже после одной картины люди очень хорошо рисуют акварелью. Вот. И еще масляные краски, они самые удобные, да. Если хотите масляный урок, то обязательно лайки ставьте на ютубе, в инстаграме Добрый Печин. Обязательно сделаем урок масляными красками. Можете такие дешевые наборы взять за 1000 рублей. И такие же эти ваши кисти, которые у вас есть, могут, если у вас синтетика, конечно, они пойдут обязательно. И работать масляными красками — это одно удовольствие. То есть ваша картина не будет менять цвета, как акрил или гуашь, или как акварель слишком водянистый, да, что надо очень много слоев делать. Вот. Еще планируем карандашами нарисовать, можно цветными, можно пастели, можно уголь или просто обычные карандаши использовать. Карандашные рисунки очень красиво получаются, это тоже к графике относится. Хорошо. Мгм. Всем спасибо, что участвуете в конкурсах и посещаете наши мастер-классы. Ждем еще. Всем большое спасибо, всем удачи, больше творческих успехов. Всем пока.